Соловьев давно стал персоной нон-грата во многих странах мира. И сейчас возглавляет всевозможные санкционные черные списки. Поэтому загнанный в угол Соловьев бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями. В прошлом на государственном канале «Россия» он открыто предлагал долбануть бомбами Алматы, от которых пришел в ужас даже гость его программы депутат Онищенко. На фоне всеобщего неприятия он сам часто выступает или гостей своей программы подталкивает, подначивает на скандальные подстрекательские заявления. Причем все это происходит в прямом эфире и в очень истеричной форме. В интернет-пространстве существует уже 1000 мемов по этому поводу. Заявление российского политолога Дробницкого о том, что следующей проблемой может стать Казахстан, потому что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, теперь уже явно попахивает прямой угрозой в адрес нашего государства. Можно было бы не обращать внимания на мнение низкопробного эксперта-фантаста Дробницкого, он же писатель Максим Жуков, если оно не прозвучало бы в эфире государственного канала «Дружеской нам России», с которой мы состоим и в Евразийском экономическом союзе, и в ОДКБ. Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они теперь уже, безусловно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России. Казахстан вот уже более 30 лет является независимым государством, и пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять эту очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью.